Здравствуйте. Очень приятно. Хотелось вот какой вопрос прояснить. Вы уехали из Советского Союза довольно давно, насколько я знаю. Что послужило причиной? То, что я искал все-таки смысл жизни и не видел, что я его смогу найти в России. Было очень мало литературы, было невозможно ничего узнать. Я не лез ни в какие диссиденты, меня не интересовали ни политики, ни никто. Но вот просто смысл жизни, это было для меня очень важно. А вы знаете, что смысл жизни ищут только неудачники по жизни, у кого жизнь не складывается? Угу. Конечно. Конечно, естественно, этот вопрос возникает у человека, когда ему пусто на душе, когда ему нечем на себя наполнить. Это не значит, может быть, что он неудачник. Возможно, что у него будет все в жизни. Как сегодня мы видим, у людей есть все, а депрессия занимает первое место по распространению в мире. Так что же, они неудачники? Я могу привести огромное количество моих знакомых, миллионеры, да даже миллиардеры, которые чувствуют себя опустошенными, неудачниками в чем-то, в каком-то смысле, и ищут смысл жизни. Примерно сколько их и от чего они в депрессии? Чего им не хватает? А это не зависит от средств. Абсолютно. Это, знаете, как у женщины. У нее может быть полный шкаф с одеждой, она говорит, нечего одеть. Понимаете меня в этом? Ну, вот то же самое и у человека. Все есть в жизни, но есть на животном уровне. То есть вроде бы все есть. Миллиарды, миллионы, власть, самолет, яхта, все. А внутри остается все-таки пусто. Понятно. У вас внутри, как я понимаю, не пусто. Так? Я все время дорожу своей пустотой. О, интересная какая фраза. Проясните ее, пожалуйста. Ну, потому что с помощью пустоты я продвигаюсь вперед. Я хочу, знаете, это как человек. Если у меня передо мной есть шикарный стол накрытый, и у меня есть хороший аппетит, так я же могу действительно насладиться и почувствовать жизнь. А если у меня нет аппетита, я больной, то поставьте передо мной что угодно, ну что с того? Это для меня ничего не будет, понимаете? То есть я очень дорожу своим стремлением познать, постичь, выяснить, прочувствовать. Во мне это горит, и я очень рад, что у меня такое желание. Цель и смысл, я бы сказал так, вашей жизни – это движение вперед. Но само совершенство вам как таковое не нужно, я так понимаю. Нет, почему? И в этом отношении я не на пределе. Я надеюсь и далее приближаться к нему, к этому совершенству, которое я каждый раз ощущаю все большим и на самом деле удаляющимся от себя. Но это лишь дает мне, вы знаете, как у ребенка, который утром встает, вскакивает со своей кроватки, видит солнце, он может бежать во двор, он может играть, перед ним вся такая хорошая жизнь. Я вот такой себя чувствую. Угу. То есть, если бы вы достигли вдруг совершенства, стали, например, творцом, смысл вашей жизни тут же иссяк бы, правильно? Значит, если бы я смог стать равным Творцу, тогда бы на этом я закончил свое движение и находился бы в состоянии, которого я не знаю. Я не могу его себе представить. Нет большего наслаждения у человека, чем он чувствует, что он постигает, развивается, что те вещи, которые казались ему противоположными и взаимообратными, вдруг складываются в огромную, красивую, общую такую совершенную мозаику. Я не представляю, потому что я еще существую не в полном совершенстве. Далеко не в полном совершенстве. Ну, вы прямо как Троцкий. Цель ничто, движение все. Но если вы сами понимаете, что ваша цель даже не то, что недостижима, а даже и не нужна, и вредна, потому что вы не представляете, для чего она. Вы не знаете, можно ли ее достичь и нужно ли ее достигать. Не кажется ли вам, что эта цель – суть просто несуществования? Во-первых, вы немножко не правы, я поясню почему. Если я какие-то еще моменты своих будущих состояний не постиг, то я в этом признаюсь. Потому что то, что не постиг, значит, я этого не знаю. Приду к этому, постигну, познаю, прочувствую это состояние, тогда я смогу вам о нем как-то, может быть,
объяснить. Здесь нет такого «понимаю цель, не понимаю цель», «вредно, полезно». Я живу в мире, существую в мире, я хочу знать, где я живу. Почему я родился, почему я таким существую, что будет со мной после того, как я умру, для чего существует весь мир. Я не говорю уже о человечестве, об этом маленьком, а вообще все это существует. Правильно ли то, что я воспринимаю, или нахожусь в каком-нибудь сне, как узнать объективно, со стороны глядя, правильно ли я наблюдаю этот мир и происходящее или нет. Если бы у меня были другие органы чувств, я бы по-другому воспринимал. В нас поневоле заложены силы, которые нас все равно к этому двигают. В природе есть механизм, который двигает все существующее к определенной цели. И этот механизм с нами совершенно не считается. Мы являемся частью этой природы. Мы находимся внутри нее, внутри этого баллона. И вот внутри этого баллона мы существуем. На нас действуют силы, которые вынуждают нас развиваться. У нас с вами, знаете, какая разница? Вы считаете, что мы вот внутри этого пузыря существуем с какой-то целью, а я не считаю, что есть какая-то цель. Зачем вам этот допуск, эта гипотеза об изначальной цели, если можно жить прекрасно без нее? Я вам объясню, почему. Я ученый. С точки зрения биологии, биологической медицины, кибернетики, которая моя первая специальность, с точки зрения любых исследований, которые мы видим в мире, я говорю с вами теперь как ученый. Мы видим, что мир развивается, что развивается по определенной программе. Все те формулы, графики, зависимости, которые мы можем раскрыть, говорят о детерминизме, говорят о причинно-следственном развитии, говорят о необходимости. В природе нет ничего случайного. Если кажется нам случайным, потому что мы не понимаем и не наблюдаем всю картину. То есть мы видим, я говорю только как исследователь, и на основании всех этих зависимостей, которые мы видим в природе, мы видим, что все в природе четко определено. Что в природе и вся она общая природа, и все ее силы, они действуют по определенной направленности. Теперь, куда это ведет? Меня это интересует. Есть люди, которых не интересует. Есть люди, которых интересует только просуществовал сегодня, и хорошо. Но у них недоразвит этот еще интерес, эгоизм, знать, для чего я существую. Но он проявляется постепенно все у большего числа людей. Вопрос такой. Физика изучает этот мир, и у физики есть, как у науки, свои законы. Закон Киргофа, закон Ньютона, первый, второй, третий, закон там, всемирного тяготения. Самый главный закон – это закон абсолютной любви. То есть... Слушайте, это чистой воды болтовня. Нет, это не болтовня. Это выявляется нами из взаимозависимости всех частей природы, которую в последнее время мы раскрываем. Как ваш организм не может существовать без четкой гармоничной взаимозависимости всех его частей, элементов и систем, так же и, подобно вашему организму, вся природа устроена в четкой гармонии между всеми ее частями. Человек является единственным негармоничным элементом, который должен довести себя до этой гармонии. Полной взаимной зависимости, взаимного, как сказать, сотрудничества, взаимной работы, слаженной со всей природой. Если он этого не сделает, природа заставит нас это сделать, только огромными страданиями. Кроме нас, вся остальная природа, она идеальна. Мы просто не видим этого, потому что не понимаем этого. Никогда вы не увидите в природе, чтобы кто-то другому делал зло. Вы можете видеть, как один пожирает другого, и вам кажется, может быть, что это зло. На самом деле это не зло. Это все в четком, как сказать, соответствии с силами равновесия в природе. Как мы знаем, должны быть и овцы, должны быть и волки. И так далее. Человек единственный, который делает действительно зло, потому что наслаждается от того, что другому плохо. Наслаждается от того, что властвует над другим. Наслаждается от того, что может унизить других. Наслаждается тем, что другие смотрят на него как на сильного, как на знатного и так далее. И вот это и есть наш мелкий такой житейский бытовой эгоизм. Ни у кого другого, ни у одного элемента природы этого нет. Человека природа заставляет ударами, и это только сейчас начинает в этом кризисе раскрываться,
заставляет его понять, что его эгоизм является зло и причина всех бед. Для того, чтобы он над ним поднялся и стал таким же, как общая сила природы. Вот вам придется, вы хотите или нет, в этом кругообороте или в другом, все равно дойти до выполнения библейского принципа «возлюби ближнего, как себя». Я вас уверяю, Саша. Слушайте, вот этот ваш закон меня безумно огорчил. Я вам сейчас даже объясню, почему. Вот берем физику. Сила, действующая на тело, там прямо пропорциональна массе этого тела и ускорение, которое придается, и так далее. F равно ma. Нормальный физический закон. А вы мне что рассказываете? А вы мне рассказываете про любовь, толкаете какую-то пропаганду чистой воды, проповедь, грубо говоря, и ни одной формулы. Я вам объясню. Дело в том, что в физике вы изучаете всю природу на неживом, растительном и животном уровне. На этих уровнях мы относительно можем почувствовать природу, и то нет. Мы видим, насколько мы влезаем в атом, подходим к этим кваркам, и в итоге ничего не понимаем, что там происходит. Материя теряется. Мы пытаемся понять что-то с растениями, и тот же даже фотосинтез, он для нас загадка. А в животном мире так мы вообще не понимаем, как устроен наш организм и вообще, что с ним происходит. Где его там всевозможные системы информационные, как наш мозг, об этом вообще говорить нечего. Сложнейшие системы. Но их мы еще как-то можем понять, потому что мы находимся над неживой, над растительной и над животной природой. Мы человек. У нас осознание выше, чем у животного слоя природы. Поэтому сверху вниз мы можем их изучать. Но мы не изучаем себя, мы не знаем себя. Мы не знаем, кто мы такие абсолютно. Потому что если я изучаю свое тело, даже насколько бы я его не знал, я изучаю животное в себе. Оно животное. А себя тут именно нет. Так это наука, которая изучает эту внутреннюю суть человека. До чего она стоит? Она-то является самой главной. Без нее мы не будем счастливы. А чего нам еще надо? Что толку нам знать этот закон Ньютона или еще какой-то закон, если мы его применяем себе во вред? Нам надо знать, как мы применим его, чтобы нам было хорошо. Слушайте, мы применяем его именно для того, чтобы нам было хорошо. У нас есть металлургия, физика, там да все что угодно. Все, что вы вокруг себя наблюдаете, это создано именно наукой. Это и есть цивилизация. Да. А вот то, что вы говорите, голые идеи, совершенно не имеют никакой практической пользы. Для меня, например. Преследуете цель наслаждения, да? Цель – это познание, наслаждение, гармония, наполнение тех желаний, которые в себе разовьет в итоге человек. Если наслаждение вам доставляет связь с остальными душами, когда вы понимаете и видите, как вы начинаете быть связанными в этой огромной системе душ, вы приподнимаетесь над нашим миром. Вы начинаете ассоциировать себя, Саша, послушайте. Вы начинаете себя ассоциировать с душами, а не с телами. Вы начинаете чувствовать все человечество на уровне душ. Вы начинаете чувствовать вечное течение природы. Вы начинаете быть связанными с этой природой на ее высшем уровне, там, где она вечная, там, где она совершенная, а не испоганенная нашим мелким эгоизмом. Вы приподнимаетесь выше нашего этого слоя, вы включаетесь в совершенство. Уровень человечества должен достичь в течение ближайших десятков лет. Только есть проблема. Или мы достигнем это с помощью страданий, с помощью нацистских режимов, которые сейчас начинают развиваться абсолютно во всех развитых странах, или мы с помощью Третьей и Четвертой мировых войн, когда на Земле останется маленькое количество людей, но которые все равно должны будут реализовать эту программу природы. Или мы достигнем это в хорошем состоянии, в дружбе, в любви, в развитии, в понимании, в постижении и так далее. Разница в этом. И не только. Дело в том, что когда вы развиваетесь в самопознании, вы начинаете постигать еще и следующий уровень природы, который находится вообще в измерении, которое еще выше этого. В измерении выше Творца находится следующий уровень? Выше Творца, который относится к нам, да. А сколько Творцов-то вообще? У Творца есть какой-то начальник, что ли?
Нет, то есть Творец проявляется к нам с одного уровня, и еще над этим находятся и другие уровни. Вы правы, там свои, правильно там подметили. свои, что ли, творцы? Человек должен полностью уподобиться Творцу, ничего в этом страшного нет. Действительно, Погодите, вот вы мне сказали в этом Творцов-то сколько? Творец один. Только он проявляется внутри нас. Вы не можете сказать о нем как о чем-то фиксированном, что это он. Вы можете сказать, я таким образом ощущаю его. То есть Творец всегда постигается человеком. И поэтому есть много ступеней в познании Творца. Так же, как в познании природы. Физика для 1 класса, для 2, для 10. Страдания, которые в ближайшее время начнут серьезно, так сказать, спускаться на каждого из нас, они будут хорошим стимулом, мотивацией для того, чтобы подтолкнуть человека искать. Знаете, что значит стимул по-гречески? Да, это острая палочка, которой колят ослов, чтобы они шли вперед. Смотрите, какая штука. Слишком много народу на Земле. Европе, перенаселенной, для того, чтобы справиться с этим демографическим взрывом, когда-то пришлось пережить 2 мировые войны и сделать гигантский вспрыск населения по всем континентам. 60 миллионов европейцев разъехались по всему миру, колонизовав этот мир, земной шар. Сейчас та же ситуация происходит в третьем мире. Их слишком много, но им уже некуда ехать, все континенты заполнены. Они уже не могут занять своих крестьян на фабриках. Им остается только один выход. Глобальная Третья мировая война. Я надеюсь, что она захватит только третий мир. И не захватит нас с вами. Нет. Она захватит в большей степени именно нас с вами. Это я вам говорю точно. Больше всего от Третьей мировой войны пострадает именно Америка, Европа, Россия. Больше всего. Почему? Происходит, понимаете ли, война и уничтожение не там, где нам хочется, а там, где ближе всего можно привести человека к осознанию зла и движению вперед. Те, которые там находятся в Азии, миллиарды, они по своей мощи духовной, как муравьи. Они еще держатся за эту методику, с помощью которой можно чувствовать себя еще пока еще комфортно, уменьшая эгоизм. В то время как европейцы, американцы или в России уже давно это пережили. И поэтому с ними надо работать. То есть удары будут сыпаться не на ту часть населения Земли, не на китайцев даже, и не на японцев. Они себя уравновешивают понижением эгоизма пока еще с природой, а именно на нас, на эгоистическую часть населения Земли. Кто же нас будет бить? Мы сами друг друга. Нет, у нас абсолютно ерунда. У нас нет демографических ресурсов для большой войны, а там они есть. Вот пусть они и воюют. Но это же не зависит от нас, это зависит от сил природы, которые давят на наш мир. Вы поймите? Это же не... А как Вторая мировая война, Первая мировая война, где они были? Ну, и то же самое будет и дальше. Единственное, что мы можем выбрать, двигаться к цели или комфортным путем, добрым путем, или вот такими вот ударами. Вы прекраснодушный человек, прямо как Манилов. Вы верите во все хорошее и в то, что человечество каким-то чудесным образом облагородится. Я, естественно, в это не верю. Я это человечество знаю последние 6 тысяч лет. Оно не менялось. Сейчас человечество будет кардинально меняться, вы увидите. Рождаются совершенно другие дети, совершенно другим отношением к жизни. Это не просто какое-то повышение эгоизма маленькое, которое было в прошлом. Это совсем другое восприятие мира. Мы входим совершенно в новую полосу. Мы этого себе еще не представляем, не хотим себе представить. Отгоняем от себя эти мысли. Но все равно мы вынуждены будем это понять. Не знаю. Очень даже в этом сомневаюсь. Поскольку я сомневаюсь в изначальном постулате о том, что у природы была какая-то цель. Я думаю, что никакой цели не было. И откуда вы взяли, что она была, я совершенно не понимаю. Ни биология, ни физика не предполагают изначального замысла. Они предполагают постепенное развитие в некую сторону, совершенно случайностное. Нет, ни в коем случае не случайностное. Все, что мы наблюдаем сегодня уже в природе, мы видим, что это не случайно. Ничего случайного нет. Случайно это в нашей голове.
было когда-то, когда мы не видели всей картины. Подождите, Сегодня картина начинает складываться господин вместе. Лайтман, что вы говорите? Саша, послушайте. Есть такая наука, квантовая механика, которая говорит, что в основе мира лежит принципиальная случайность. Это все бывшие теории. Сколько бы мы сегодня не пытались от них убежать, ничего не поможет. Мы раскрываем сегодня причинно-следственную, очень серьезную картину мира, где все элементы взаимосвязаны. Мы раскрываем это и в человеческом обществе. Это глобализация. О чем она говорит? Эффект бабочки. О чем говорит? Где-то махнет крылышками, а здесь отзовется. Это случайность? Это замкнутый цикл. Уничтожают где-то волков, и вдруг становится плохо овцам. Вырубают где-то лес, и чего-то там происходит с ледниками. Все в природе взаимосвязано, и на всех уровнях. Нам нельзя от этого больше отворачиваться. Мы себя и так уже довели до ручки. И все современные исследования говорят о том, что все взаимосвязано, и все движется в четкой взаимосвязи вперед. Нам неизвестна эта цель. Вы правы, ученым эта цель неизвестна. Но то, что мы идем куда-то и развиваемся по какой-то системе, об этом сегодня уже вопрос не стоит. На прошлой нашей встрече вы заявили, что у России очень много нефти, и неплохо было бы ею поделиться с теми, у кого не хватает нефти. Я вам сказал это не в таком совершенно аспекте. Я сказал о том, что совершенное общество, которое наступит на Земле, оно будет построено по принципу, где все делится поровну между всеми. Вы получите песок из Сахары, а вы пошлете туда свою нефть. О, какой обмен клевый. Слушайте, да. И в каких же пропорциях мы будем сюда завозить песок к тонне нефти? Для того, чтобы всем было одинаково. Ох, слушайте, а если я не хочу свою нефть отдавать? Во-первых, природа заставит страданиями делиться, потому что вы увидите, что это единственный способ избавиться от страданий. Кроме того, вам станет явно видно, что вы находитесь с остальными взаимодействующими в одном механизме, как одно тело. Что вы не можете, вдруг рука будет действовать против тела. Это, все равно я начну себя душить. Руке от этого ничего, а телу. Я не смогу этого сделать. Раскрывается картина настолько интегральная, взаимосвязанная, что просто тебе некуда деться. Слушайте, неужели вы думаете, что вот этими сладкими словами вы заставите меня и моих соотечественников хоть чем-то с вами поделиться? Я слишком хорошо знаю человеческую природу, чтобы на это не надеяться. Но я в то же время знаю немножечко высшую силу, которая заставит вас такими способами страшнейшими это сделать с удовольствием, что вы с удовольствием это сделаете. Еще вопрос. Энергетика будущего, как вам видится, все той же нефтяной или мы найдем какие-то другие источники энергии? Что мы все циклимся на этой нефти? Я думаю, что человечество начнет вообще подходить к жизни все-таки, исходя из формулы счастья. То есть начнется оценка ценностей по формуле внутреннего наполнения человека. Чего? То есть, я вам скажу, то, что необходимо для существования организма, это не принимается в расчет, это надо ему дать. Но все остальное человеку будет настолько опостыло, безразлично, страшно. Он будет желать только одного – чувствовать себя комфортно. А комфортно будет себя чувствовать не от того, что у него будут какие-то источники еще дополнительные или там еще 1000 всяких завлечений и увлечений. Раскроются в человеке такие потребности, и они уже раскрываются в молодежи. И вот эта наркомания, вот все это, что мы сегодня наблюдаем, раскрываются такие потребности, мы их еще не осознаем, мы не понимаем, откуда все это происходит. В чем корень проблемы? Мы не видим его. Это запрос внутренний, посыл, который должен быть наполнен. И его не наполнишь деньгами, его не наполнишь ни властью, ни знатностью какой-то, ни тщеславием. Мое сердце радуется, когда я гляжу на вас, потому что вы человек совершенно довольный жизнью. Всем бы быть такими. Я вас благодарю за встречу
И себя тоже. Огромное вам спасибо.